Смотрите дефициты, посмотрите, какие дефициты йода. До 75% у детей дефицит йода. Вы что, это интеллект? Потом мы удивляемся, почему у нас студенты такие хилые, ничего не соображающие. Смотрите, какие явления наблюдаются при дефиците витаминов и минералов. Дефицит у всех. Посмотрите, агрессивное поведение у детей, дефицит железа, лития, дефицит тиамина, витамин В1, витамина С, избыток сахара в питании, агрессивное поведение. Дальше смотрим. Аллергии. Сейчас проблема. Аллергии. Проблема. Ее не было раньше, между прочим. Это не только среда загрязненная. Это еще вот эти дефициты кальция, магний, цинк, витаминов. Посмотрите. Дальше. Тревожность. Смотрите, на таблице все написано. Я начинаю спешить, потому что мне нужно вам более серьезные вещи рассказать. То есть вот эта таблица, еще один слайд будет. Посмотрите. Утомляемость, иммунодепрессия. То есть мы учитываем здесь только дефицит витаминов и минералов, вот по этой таблице. Пока, только лишь. И посмотрите, сколько неприятностей, которые врач начинает лечить лекарством сразу же. Понимаете? А эту проблему можно решить совершенно иначе, вот таким путем. Дальше, вот посмотрите, проблема селена, вот о котором вы спросили. Посмотрите. Между потреблением селена и частотой возникновения опухоли различной локализации наблюдается тесная обратная связь. А у нас дефицит селена у 90% населения. Что же мы удивляемся?